У абхазских некоммерческих организаций и общественных активистов появилась возможность участвовать в конкурсе Российского фонда президентских грантов. Если раньше необходимым условием для НКО была российская регистрация, то теперь это не обязательно. Для того, чтобы получить в нем деньги, не нужно быть гражданином Российской Федерации, не нужно иметь российскую некоммерческую организацию. Да, вполне достаточно, значит, группа лиц, вопрос задавался, вы правы, значит, лучше просто быстро создать некоммерческую организацию, понимая, что этого опыта нет, в России действует ограничение. Только созданная некоммерческая организация не сможет принять участие. У нее должен быть какой-то опыт за спиной. Для Абхазии мы сейчас сделали исключение, согласовав с Бадром Зурабовичем, вы можете создать организацию за неделю и тут же подать заявку. Еще один способ получить российский грант – найти партнерскую организацию в РФ. По словам Сергея Кириенко, это не только технический вопрос, но и хорошая возможность получить опыт работы с более опытными коллегами. Достаточно взять российского партнера, значит, вместе с ним подать заявку, и вам доступны все эти 26 миллиардов. Кстати, считаю, что иногда взять какую-то российскую партнерскую организацию – это вопрос, не просто для галочки, а вы еще и опыт довольно серьезный получите. Кроме того, у абхазских киношников появилась возможность создавать свой собственный контент в Абхазии и об Абхазии. Мы уже договорились на Тавриде с представителями киноиндустрии Абхазии вместе с Бадром Зурабовичем и с руководством Института развития интернета, провели большое совещание и договорились. У нас задача попробовать запустить на следующий год съемки нескольких сериалов в Абхазии, причем съемки, где Абхазия выступает не просто, извиняюсь, натурой для съемок, потому что много фильмов снимается в Абхазии, только нигде не видно, что это Абхазия. Абхазия исполняет роль то Латинской Америки, то Франции. На самом деле нам очень важно, чтобы снимались сериалы в Абхазии про Абхазию. Как говорит президент Абхазии Бадра Гунба, возможность реализовывать различные масштабные проекты общественными организациями – это дополнительный шанс развития и хорошая поддержка для государства. Это реальный механизм, который даст возможность реализовать общественно значимые инициативы граждан нашей страны. Это дополнительная возможность создать условия для реализации тех намеченных планов. Да, действительно, Сергей Владимирович, благодарю, что вы отметили это. Мы выходили с этой инициативой на имя Владимира Владимировича Путина. Мы получили поддержку и благодарю, пользуясь случаем, что вы этот проект сопровождаете, вникаете настолько глубоко. И поэтому прошу вас особо обратить внимание. У нас общественные деятели, люди инициативные, с активной гражданской позицией, знают то, что они реализуют, то, к чему должны идти. Я уверен, что при таких возможностях мы сможем реализовать очень добрые, хорошие дела. Исполнительный директор фонда президентских грантов Антон Долгов представил доклад на тему «Как получить поддержку на свои инициативы». Он отметил, что прием заявок на конкурс общественно значимых инициатив «Созидатели Абхазии» уже начался. Сегодня дан старт конкурсу «Созидатели Абхазии». Это конкурс для неравнодушных людей, которые хотят своим делом, какими-то действиями улучшить жизнь других людей вокруг себя. Помочь нуждающимся, помочь людям, которые испытывают трудности в передвижении, улучшить, благоустроить какое-то общественное пространство, сделать для молодежи, например, в сельской местности, реализовать культурные проекты, реализовать проекты по образовательному досугу для детей, робототехнический кружок сделать для развития в отдаленном селе. Вот проекты, когда, то есть это форма поддержки инициатив, вот снизу, чтобы люди сами захотели, убедились в том, что жителям это нужно, вот такие проекты будут поддержаны на этом конкурсе. Сегодня стартовал этот конкурс, и до 30 сентября будет проходить прием заявок. А директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова призналась, что работа с абхазскими общественниками интересна и российской стороне. В стране, в которой такого конкурса еще никогда не было, это большая возможность для тех, кто будет участвовать в конкурсе, и большая возможность для нашей организации, которая является оператором этого конкурса. Мы, конечно, понимаем, что у участников конкурса будут трудности при подготовке заявки, но такие трудности проходят все организации,
которые впервые участвуют в конкурсе. И для этого мы подготовили семинары, у нас будут специальные консультации, у нас будет возможность индивидуально или в группе прийти на консультацию. Все, кто будет участвовать в конкурсе, пройдут обучение. От того, как правильно заполнять заявки на гранты, до того, как реализовывать проекты. Мы собираемся сопровождать организации-победителей на всем процессе их реализации проектов, помогать им готовить отчеты. В общем, наша задача сделать так, чтобы этот конкурс не только дал ресурсы на новые интересные инициативы, но чтобы он еще был такой проектной школой. Чтобы благодаря участию в этом конкурсе организации, инициативные люди получили опыт проектирования, опыт участия в грантовом конкурсе, опыт реализации проектов и, соответственно, стали профессиональнее, и дальше им были бы доступны новые конкурсы и новые возможности. Абхазские неправительственные организации получат преимущество перед российскими еще и в том, что в конкурсе президентских грантов среди российских НКО могут участвовать только те, которые уже имеют опыт реализации проектов, а для абхазских общественников это не обязательное условие. Можно хоть сегодня создать организацию, а завтра подавать заявку на грант. Марианна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ.